В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Актуальные темы. Мы, конечно, все ждем продолжения национального проекта культуры. Хотела Айшат Рамзановна всей команде сказать спасибо Министерству культуры. Вице-премьер Айшат Кадырова провела в Москве ряд встреч с федеральными чиновниками. О деталях в репортаже Валентины Гусевской. Поддерживая героев. Очень воспитанная, встречает, стоя, можно сказать, встречает. И любые вопросы твои выслушивают. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает участникам СВО и их семьям всю необходимую помощь. Набираясь опыта. Нам показали полное оснащение пожарных машин, ознакомились с документацией, даже поучаствовали в заполнении. Студенты ведущего федерального вуза гражданской авиации проходят практику в Грозненском аэропорту. Айшат Кадырова, заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку, провела серию встреч в Москве с федеральными чиновниками, где обсуждались важные вопросы для региона. Также представила Ольге Любимовой нового министра культуры субъекта Марет Байсарову. Стороны обсудили создание высшего учебного заведения в нашем субъекте по подготовке кадров для сферы культуры, а также проведение в октябре у нас мероприятий проекта «Музейные маршруты России». Репортаж Валентины Гусевской. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Кадырова провела ряд встреч с федеральными чиновниками и обсудила важные вопросы для республики. Сначала с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой они рассмотрели основные задачи в сфере культуры. Сегодня состоялась моя встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой. Обсудили и реставрацию объектов культурного наследия в нашей республике, и бесплатную медицинскую помощь нашим жителям и строительство сельских домов культуры. Я под большим впечатлением, и не только от результатов рабочей встречи. Для меня важно наблюдать, видеть, учиться, как политические и экономические вопросы государственного масштаба решают умные, сильные, талантливые и красивые женщины. В ходе делового визита в столицу страны министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой Айшат Кадырова представила нового министра культуры Чеченской Республики Марет Байсарову. Кроме того, обсудили будущую работу по созданию вуза в сфере культуры, который необходим региону. Рассмотрели вопрос о присвоении федерального статуса мемориальному комплексу славы имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Получение федерального статуса музеем поспособствует повышению заработной платы сотрудникам, проведению крупнейших культурно-выставочных и иных экспозиционных мероприятий, поможет при благоустройстве прилегающей территории и капитальном ремонте самого объекта. Также говорили о музеях и будущих масштабных выставках в Чеченской Республике и не только. Стоит отметить, что мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова имеет площадь 5 гектаров и является третьим по величине объектом страны, построенным в память Великой Победы. Мы, конечно, все ждем продолжения национального проекта культуры. Хотела Айшат Рамзановна всей команде сказать спасибо Министерству культуры, что так мы смогли хорошо поработать 4 года национального проекта «Культура», без долгов, без сложностей. Мы знаем, как это сложно вовремя все успеть и на уровне муниципалитетов отыграть все конкурсы, найти достойных строителей, чтобы вовремя порадовать открытием местных жителей. И сами вместе были свидетелем, как меняется атмосфера и в селе, и в маленьком городе, когда модернизируются учреждения культуры, когда появляются кружки для детей, но очень долго это направление, которое пользуется популярностью у вас в регионе. Поэтому мне кажется, что в рамках практически всех департаментов Министерства культуры у нас впереди большие планы.
Регулярные встречи с представителями федеральных структур позволяют повышать качество проделанной работы. Без культуры нет нации. Этим словам первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, следует в своей работе его внучка Айшат Кадырова, которой удалось вывести сферу культуры на высочайший уровень. Творческие молодые люди получают всестороннюю помощь и поддержку. Регулярно проводится множество выставок. По инициативе Айшат Кадыровой облик Национального музея Грозного претерпевает кардинальные изменения. Театр юного зрителя стал одним из самых красивых объектов культуры в стране. По ее приглашению в Грозный приезжают мировые знаменитости. Театры республики возрождаются, проводят спектакли по всей стране, завоевывая овации у тысяч благодарных зрителей. В свою очередь, Марет Байсарова до назначения на должность министра культуры региона зарекомендовала себя как настоящий профессионал. Являясь человеком творческим, отдала большую часть жизни танцам. Также блестяще справлялась с возложенными на нее обязательствами в должности директора легендарного ансамбля «Войнах» и на посту первого заместителя министра культуры субъекта. Как отметил глава республики, нет сомнений в том, что на новой должности она зарекомендует себя как высококлассный специалист. Валентина Гусевская, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает разностороннюю поддержку гражданам, включая содействие в трудоустройстве, предоставление лекарственных препаратов и бесплатную юридическую помощь. Каждая подопечная организация имеет своего социального координатора, который лично помогает решить любые возникающие вопросы. Фонд, созданный по инициативе президента России, функционирует по принципу единого окна. О работе, которую успел проделать филиал в нашей республике за прошедший год, поделится Наталья Депутатова. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции совсем скоро отметит годовщину своей деятельности. Организация уже успела помочь более 5000 семей военных, находящихся на службе в зоне конфликта. Обращались, чтобы мы посодействовали в получении удостоверения ветерана боевых действий, готовили документы на подачу для получения ЖКУ. Было такое, что обращались для получения по мерам соцподдержки. И одна из таких многочисленных историй: к нам пришел ветеран СВО, просил посодействовать его сыну в поступлении в ЧГУ. Мы немедленно связались с ЧГУ, и вот после нашего содействия сын удачно подал документы, после чего он был принят. Обращаются сюда люди с самыми разными вопросами. Координаторы центра всегда внимательно выслушивают посетителей и стараются рассмотреть любую ситуацию, чтобы решить проблему в самые кратчайшие сроки. Руслан – ветеран СВО, командир взвода штурмовой бригады. Мужчина сам из военной семьи. До ранения служил командиром взвода штурмовой бригады в Луганской области. По его словам, фонд часто помогает ему и его семье. Вернулся по ранению, а сейчас обратно не пускают. Говорят, все уже. У меня воюет еще сын старший и младший брат, самый младший брат. Оба на запорожском направлении. Сегодня у нас в семье, начиная с дедушки, у меня дедушка Великой Отечественной войны был полковником СМЕРШ. Да, единственный, можно сказать, чеченец, который дослужился до полковника, это СМЕРШевец. Очень благодарен всем вот этим работникам, которые очень воспитанные, встречают, стоя, можно сказать, встречают, и любые вопросы твои выслушивают, вплоть до председателя. По выплатам помогают. Если нет работы, с работой помогают. Если ему трудно, очень трудно, в домашних условиях, дома помогают, приезжают, помогают, смотрят. Представители фонда сами находят семьи, в которых есть военнослужащие, участвующие или погибшие в зоне СВО, и оказывают необходимую поддержку и моральную, и материальную. Ведь эти герои сражаются за Родину. В этом году было выпущено специальное издание под названием «Жизнь за други своя». Эта книга рассказывает о том, какое богатство судеб и ситуаций таит война, какие невероятные подвиги совершаются ежедневно там, на линии фронта. Составители собрали в этом сборнике воспоминания и заметки участников СВО со всей России. Это не просто замечательный человеческий документ, но и важное свидетельство о времени и судьбах.
Совсем скоро планируется печать еще одного тома. Это будет книга об историях военных именно из Чеченской Республики, которые героически сражаются на Украине за человеческие ценности с самого начала СВО. А родные и близкие помнят погибших и гордятся своими героями. Как, например, Таита Ахмадова, сын которой, Тимур Ахмадов, отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года. Ему было всего 34 года, и мама никак не может поверить в столь ранний уход из жизни. Ведь он даже не был женат, но, безусловно, гордится сыном и бережно хранит память о нем, все фотографии и видео. По телевизору, когда его увидела, только тогда узнала, что он у меня на Украине. Иначе бы я бы его, как и другие нормальные люди, проводила бы своего сына, обняла бы его. Но что-то да сделала бы, я-то не знала. И он также и погиб. Вот парни, которые с ним были, мне рассказывали, как он говорит, своих ребят оттуда вытащил на машине. И когда там бой шел, сильный бой шел, и он говорит, мне надо пойти за этими ребятами. Он говорит, поехал, привез ребят и говорит, нет, я не могу здесь стоять, когда убивают наших пацанов. Он вот туда и поехал обратно. И снайпером его убил. С самого начала специальной военной операции на Украине военнослужащие и добровольцы из Чеченской Республики принимают в ней участие. Регулярно отправляются рейсы из Грозного. Обмундирование и оружие закупается за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который возглавляет Аймани Несиевна Кадырова. Руководство региона делает все самое необходимое для того, чтобы наши бойцы были обеспечены всем. Каждый житель нашей большой страны и конкретно нашей республики, безусловно, верит в скорейшую победу над нацизмом. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Саидимин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке состоялась презентация поэмы «Шейх Мансура» Асламбека Тугузова на чеченском языке, что стало ярким событием в литературной жизни республики. Идейным вдохновителем воссоздания образа одного из самых любимых народных героев, прославивших Кавказ духом свободы на чеченском языке, является поэтесса и переводчица Инга Хаяури. Репортаж Медины Мударовой. Доблестные подвиги, отвага и любовь к родной земле. Поэма «Шейх Мансур» повествует о последних часах жизни чеченского имама. В своем труде Асламбек Тугузов воспевает человека, который не побоялся пожертвовать жизнью. Теперь произведение можно прочитать и на чеченском языке. Над переводом работала Инга Хаяури. Женщина признается, задача была не из простых, но, несмотря на это, писательница продемонстрировала блестящее владение языком и огромное внимание к деталям. Я понимала, что это будет очень трудно, потому что это было связано с техническими моментами. Сейчас мы не будем углубляться в эти дебри. Но 3-4 месяца моей кропотливой работы, усердной, все-таки дали вот такой итог. И я очень рада, что эта книга все-таки состоялась, потому что это наш герой. Я понимала, что наш автор написал блестящее произведение. И вот если добавить к этому тексту чеченский язык, получится великолепный симбиоз. Презентация прошла в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара Эйдамирова. На ней присутствовали представители творческой интеллигенции, коллеги, друзья и гости соседних регионов. Каждый из них отметил ценность произведения и оценил кропотливую работу Инги Хаяури. Это отдельное, можно сказать, произведение, не просто перевод, самодостаточное художественное произведение, полотно. И когда Иман начинала работу над переводом, у нее был достаточно сильный уровень, как у литератора, как у переводчика, поэтому после многих проб ее и попросили этим заниматься. Но когда она окончила работу над этим произведением, это уже в плане профессионального уровня совсем другая Хаяури, потому что процесс работы способствовал и процессу самосовершенствования. Творчество поэта покорило множество читателей по всей стране. На сцене прозвучали строки поэмы, переведенные на кабардинский язык. Член Союза писателей Кабардино-Балкарии Руслан Атабаев занимался переводом поэмы «Шейх Мансур» на кабардинский язык. Отмечает, что этот процесс помогает взглянуть на произведение с другой, совершенно новой стороны. Готовый вариант произведения планируют выпустить летом текущего года. Вдохновляет поэма, и поэтому я взялся за нее. Эта поэма объединяет народы Северного Кавказа в те годы, которые указывает Асламбек.
в те года, сплоченность их братства. Поэма уже издана на осетинском, русском и с этого дня на чеченском языках. Также стоит отметить, что презентована аудиоверсия произведения. Число читателей стремительно растет, и это не может не радовать, признается писатель. Очень приятно, когда на мой труд обращают внимание. Да, особенно приятно, что это произведение переведено на чеченский язык Хамзатом Умхаевым. Первый перевод был, и потом уже второй перевод делала Инга Хайури. Вот этот уже четвертый перевод. Еще мне сказали, что переводится на балкарский язык Шейх Мансур. И, кстати, последняя поэма Алибек Хаджи, она уже переводится тоже на кабардинский язык. Так что это для меня такой большой внутренний эстетический праздник. Эта презентация объединила народы Северного Кавказа. Стоит отметить, что подобные работы обогащают литературу Чеченской Республики и способствуют укреплению культурных связей между регионами. Медина Мударова, Рахман Хаджиев, Саидамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Студенты Ульяновского института гражданской авиации проходят практику в Грозном. Они будут приобретать практический опыт в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов Грозненского аэропорта в течение 2 месяцев. Адам Магомедов разбирался в деталях стажировки. Учебный день практикантов из Ульяновского института гражданской авиации в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов Грозненского аэропорта начинается в 8:45. Надев на себя рабочую экипировку, они осваивают служебный транспорт и принимают участие в полноценных учениях, отрабатывая тушение пожара силовых установок, шасси и эвакуацию пассажиров в задымленной зоне в условиях почти нулевой видимости. По правилам, машина должна приехать не более чем за 3 минуты с подачей воды. В первую очередь спасателям следует обезопасить себя и территорию вокруг от огня, после выносить пострадавших. Для работы используется специальный костюм, в комплект которого входит средство для защиты органов дыхания на 300 атмосфер. Его хватает на 40 минут. Артем, расскажите, как вообще чувствуете себя в нем, как ощущаете? Этот костюм приспособлен, чтобы работать в задымленной среде. В нем работать достаточно комфортно. Только сейчас проходили учения, я на опыте в этом убедился. Видимость достаточно небольшая, буквально чуть больше расстояния вытянутой руки, но то есть работа проходит комфортно. Панорамное стекло обеспечивает полноценную видимость в самолете, и можно проводить эвакуацию пассажиров. Артем Шипелов и Левон Арапетян учатся на 3-м курсе по специальности авиационные спасатели. Пройти практику именно в Грозном они решили сами. Стажируются 5 дней в неделю. Студентам предоставили жилье и 3-разовое питание. Нам показали полное оснащение пожарных машин, ознакомились с документацией, даже поучаствовали в заполнении документации. Хочу отдельно поблагодарить генерального директора аэропорта Алевия Сайдумовича, всему коллективу службы «Способ», начальнику, заместителю начальника. Сотрудники, где мы проходим практику, постоянно с нами поддерживают связь. Показали нам сам город Грозный, нам очень понравился город Грозный. Побывали в горах, переночевали в горах, нам очень понравилось. На подобную практику в чеченский аэропорт студентов из ведущих авиационных вузов отправляют впервые, что является следствием его успешной работы. Кроме того, по итогам прошлого года воздушная гавань была признана лучшей в СКФО по обеспечению безопасности. وين абсолютно إجراء دوشواق عم بيشنا حجباب خلاص ويبقى بيشبابال هوني فسرتنا بيشبابال обеспечение полетов и пожарных спасательных. Озбал хисани мой хуаг войшан рах юшта гойч иштибаб бешхадош тухвада мула. Стажировка практикантов продлится в Грозненском аэропорту в течение 2 месяцев. За это время они получат большой опыт и впечатления. По словам студентов, о своем выборе они нисколько не жалеют. Адам Магомедов, Шамсуддин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В республике прошли спортивные состязания в рамках реализации всероссийского проекта «Вызов первых». 600 учащихся старшей школы и студенты из средних профессиональных учреждений продемонстрировали свой уровень мастерства. Данный проект направлен на формирование и развитие культуры и здорового образа жизни среди молодого поколения. Кто стал победителем, узнаем у Валентины Гусевской.
Впервые в Чеченской Республике прошли спортивные соревнования «Вызов первых» среди школьников и студентов техникумов. В региональном этапе приняли участие 600 учеников. Для учащихся от 13 до 15 лет он состоялся в школе номер 3 в Грозном. За звание победителей поборолись 8 команд из учебных учреждений региона. Сейчас тут принимают участие участники школы. Это 3-я категория, это около 9-10 класс. Параллельно идет 4-я категория, СОЖ номер 4. Это уже 11 классы и СУЗы. У нас формируется окружная команда, то есть по одной команде с региона, плюс-минус. И мы надеемся, что наша команда попадет на всероссийский этап. Начали состязания с объяснения правил спортивных игр. В первом этапе команды соревновались в бесконтактном регби. Ловкость, выносливость и спортивная подготовка – залог победы в необычной командной игре. Его основные отличия от классического регби в упрощенных правилах, а также в наличии 2 лент на липучках, которые крепятся к поясу игрока. В довольно редкий вид спорта многие участники играли впервые. Я сюда попал, когда мы выигрывали первое место в других школах. Меня выбрали, потому что я себя показал очень достойно. Сейчас мы, к сожалению, проиграли, потому что не хватило навыков и мы не имели опыт в этой игре. В спортивных соревнованиях несколько видов физкультурных дисциплин. Пока на одной спортивной площадке команды играют в регби, на другой уже оценивают длину прыжка. Всего в список обязательных видов спорта включили 11 дисциплин. Всероссийский проект «Вызов первых» реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан» национального проекта образования. Команда победителей регионального этапа отправится на финал в Казань. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.